Самые лучшие ножи — это те ножи, которые делают наши мастера. Он идет односторонний, правая сторона прямая, а левая сторона идет со скосом. Они не тонут, друзья, как поплавок, могут плавать. Привет, друзья! С вами Иванов Юлиан. Вот, всем известно, сегодня по всему миру известны вот наши якутские ножи. Всегда со мной, где бы я ни был, всегда беру с собой в багаж. Желательно без мяса не могу. Другие ножи покупал, шведские, там хорошие ножи, конечно, но свой нож, к которому я с детства привык, всегда со мной. Вот нож очень долгое время со мной, не помню, сколько лет уже ему. Уже немножко, видите, затертый. Вот мне нож подарили, тесть подарил мне нож. Вот якутские ножи. Всегда меня выручат. В кухне, на охоте незаменимый друг. Можно сказать, олицетворение, культ, предмет использования народа Саха. Вот якутские ножи, друзья. Приятные ножи, не знаю, прямо. Есть, да есть. С детства всегда у отца были ножи. Якутские ножи сегодня очень популярны по всему миру. Даже сейчас в Китае их делают, на Амазоне я видел, в Алибаба начали делать. Но самые лучшие ножи — это те ножи, которые делают наши мастера непосредственно ручной работы, handmade, друзья. Когда они куют, вот нож, береза, корень березы, кожа бычья. Я никогда не придавал значению его характеристики, клинку, длине его. Просто нож да нож, честное слово. Вот. Одно из уникальных его характеристик то, что у него он идет односторонний. То есть получается, если я правша или левша, я не знаю, там кому как, всегда в основном бывает, ребята, правая сторона прямая, а левая сторона идет со скосом. Это необходимо для того, чтобы трение было, чтобы меньше было сопротивления, когда режешь кожу, мясо, чтобы легко прямо оно могло резать само по себе, как лезвие. Очень быстро натачивается. Там, камень взял, натер в одну сторону и сразу начинаешь. Вот. В основном тут тоже есть своя терминология. Те, которые изготавливают кузнецы, они называют разными названиями марки стали. Я не использую эти данные. Я в основном потребитель, то есть использую, не изготавливаю такие ножи. У меня есть друзья, которые делают такие ножи. Вот. В частности, то, откуда я, с деревни Байга. Вот с этой деревни все началось благодаря одному человеку, законодателю, так скажем, нашему авторитетному человеку, Мандарус его зовут. Вот. Борис Федорович. Он очень гениальный человек, помощник, духовный лидер не только нашей деревни, но и в Якутии. Вот, к нему приезжают за, так сказать, за алгысом. Алгыс — это называется напутствие. Вот второй нож. То он идет потолще, чем этот. Вот у него тоже получается в одну сторону заточка. Очень хорошие ножи, рабочие, очень много вручали на охоте. Вот такие некоторые ножи, где мало металла, они не тонут, друзья, как поплавок, могут плавать. Ну, конечно, это не цель, но один раз я помню, в Алекминске, когда я поехал на охоту, поселок Бирюк, я один раз, когда лодка перевернулась резиновая, действительно нашел на следующий день, чуть больше дальше этого места, где я перевернулась резиновая лодка, нож, который действительно плавал. Это была очень удивительная находка, потому что я расстроился, что я подумал, что я потерял. И у меня даже не было идеи, что я найду этот нож. Но он плавал. Он, конечно, чуть-чуть у меня увеличился в диаметре дерева, впитал в себя, но он плавал. Вот. Вот. Очень хорошие ножи, якутские ножи. Вот. Не знаю, с ними я чувствую себя уверенно. И всегда у любого саха есть нож якутский на охоте. И даже не только у мужчин, у женщин, друзья, в кухне
они чаще, наверное, чем мужчины пользуются. Вот. Много сейчас разных ножей по длине, у них есть свои функциональные. Вот. Но это просто предмет, И все зависит, конечно, от хозяина. Но мы, господа охотники, разумные люди, и не будем это неправильно впускать в ход. Поэтому у нас в основном они в быту, в хозяйстве и очень незаменимые помощники. С ними можно символизировать как то, что мы преодолеваем препятствия в условиях крайнего севера. Вот так вот. То есть, когда нож якутский есть, он говорит о том, что этот человек как бы преодолевает любой мороз и стужу. Хоть он не греет, но душу он реально может согреть. И с ним действительно не страшно в лесу. Вот такое вот мое видео, где бы я ни был, друзья. Я всегда использую и беру с собой вот этих своих друзей. Сегодня я решил снять вам рубрику про то, очень много есть видео, где режут там бумагу, допустим, сами по себе, но они очень острые. Вот, чувствуется. Вот. Шершавость его, говорит. А вот то, что он острый. Я его практически вообще не затачивал, ребят. 2 года назад я его заточил. И все, до сих пор они у меня вот ходят. А это вот новый нож. Тоже нержавейка. И сами по себе мои друзья. Вот такое вот данное видео. Здесь оно было полезным для вас. Заказывайте якутские ножи в интернете. Если хотите, я вам могу дать номер моего друга одного, тоже, который делает и занимается якутскими ножами. Без своего интереса, как помощь ему. Всего доброго, до скорой встречи.